Видя налаженную правоохранительную систему в республике сегодня, кажется, что так было всегда. Все воспринимается как должное. Но за этим, как и за всем, что мы имеем, стоит труд многих людей. Если же говорить о Министерстве внутренних дел Ингушетии, в становление этой системы вложен не только огромный труд. Немало сотрудников отдали жизнь за то, чтобы в родной республике были спокойствие и порядок. С момента образования Министерства внутренних дел в Ингушетии прошло 25 лет. Четверть века, в ней все. Победы и неудачи, радость и горечь утрат, множество самых разных воспоминаний. После образования в июне 1992 года Ингушской республики встал вопрос о формировании основных структур. Как и многие министерства и ведомства, Министерство внутренних дел было образовано в 1993 году. Предшествовала этому событию без преувеличения колоссальная работа нескольких человек, которые сумели грамотно скоординировать деятельность существовавших органов правопорядка. Оргкомитет нашей республики во главе с доктором юридических наук Сейнаруем Бексултаном. Туда входили Богатырев Бембулат, Куштов Якуб, ну и другие лица. Значит, они меня попросили и предложили, возглавить органы внутренних дел в наших 3 районах. Приказом министра внутренних дел Российской Федерации от 30 апреля 1992 года я был назначен координатором деятельности органов внутренних дел. У нас было 3 райотдела в 3 районах – Малгобекском, Сунжинском и Надрановском. 3 райотдела милиции, которые остались без руководства. Были начальники милиции, в Сунже был начальник Султыгов Саварбек, в Малгобеке начальником милиции в то время был Куркиев Хизир, в Назране был начальником милиции Гуцериев Хамзат Саварбекович. И когда Додов был назначен начальником этого созданного отдела Министерства внутренних дел России, создан был этот отдел приказом министра внутренних дел Российской Федерации. Когда он приехал, негде было даже нам сесть. Первоначально, вынужден был определяться в Сунжинском РОВД, где мне к тому времени собственно, райотдел работал стабильно. Начальником райотдела был подполковник Султыгов Саварбек. Фактически финансирование заработной платы для сотрудников в 3 районах у нас никто не получал. Пройдя, по-моему, около 3-4 месяцев, в один прекрасный день мне звонит генерал Цветков, начальник финансового управления МВД России, и говорит: «Вы начальник Сунжинского РОВД?» Я говорю: «Да». «Вы в финансировании получаете денежные средства?» Я говорю: «Нет». «Но раз не получаете, говорят, вам надо решить вопрос, кого-то из руководителей назначить у себя, определить, отправить на него представление суда и приехать сюда, в Москву». Вопросов, которые предстояло решить в центре, было много. Особенно остро чувствовалась проблема материально-технического обеспечения. Существенную роль здесь сыграл авторитет тех, кто возглавил правоохранительные органы. В Москве нам удалось, добиться урезанного такого небольшого штата управления внутренних дел по республике Ингушетия. Это 14 человек штатная численность. Но первым, кого я в штаты управления взял, это был Дикажев Мухарбек, майор милиции. Он в то время работал заместителем начальника Сунжинского РОВД по политико-воспитательной работе. Я его начальником отдела кадров управления взял. С этого же отдела начальником отдела борьбы с хищениями соцсобственности, ОБХС тогда назывался, сейчас ОБЭП. Я взял Куриева Беслана, майор милиции.
Но с их помощью и с помощью начальника Сунжинского РОВД Султыгова Саварбека мы подобрали еще сотрудников. Мы выехали в Москву, в МВД Российской Федерации. Мурада Магомедовича там знали, тоже ценили. И таким образом было поручено ему возглавить отдел по координации деятельности отдела внутренних дел в наших районах. Был небольшой штат создан, и Мурад Магомедович был руководителем этого отдела. Это на самом начальном этапе. Конечно, предстояло решить задачи выдачи зарплаты. Сотрудники работали уже продолжительное время без зарплаты, без оснащения. И вот то, что было на тот момент, это скудное такое оборудование, здание, отсутствие транспорта практически. Вот эти проблемы, вопросы предстояло Мураду Магомедовичу и тем, кто с ним работал в команде, решить на данном этапе. Даже после решения основных организационных вопросов долгое время было очень сложно. Особенно не хватало квалифицированных кадров. Нужно сказать, что сотрудников в общем было мало. Во всех 3 райотделах, Малгобекском, Сунжинском и Назрановском, в тот период у нас насчитывалось в пределах 300 человек, не больше. Время было очень тяжелое. В дежурных частях у нас не было транспорта, по 2, по 3 единицы всего лишь. Техника вообще не было. Ни горючих смазывающих материалов для того, чтобы осуществлять дежурство. Несмотря на это, нам все-таки удалось удержать, так сказать, обстановку республики в тот период, поскольку не было властных структур, за исключением председателей райсоветов в 3 районах. Они управляли тогда. Вот. Ну и оргкомитет, который занимался организационными вопросами. Очень большой вклад в это время внесли начальники райотделов, которые на тот период работали. Вот, коллективы, они все-таки же добились того, чтобы коллективы сохранились, работали. На первых порах огромную консультационную и материальную помощь оказали Ингушетии коллеги из других регионов страны. Таким образом, была подготовлена основа для официального образования соответствующего министерства. В республику приезжали представители МВД России со всех направлений, со всех служб, работали в нашей республике, изучали потенциал, изучали личный состав. После этого, значит, в сентябре уже 1992 года было создано уже управление внутренних дел. Это до создания Министерства внутренних дел. Это тоже Мураду Магомедовичу Министерство внутренних дел Российской Федерации поручило возглавить это управление. Я работал тоже вместе с Мурадом Магомедовичем все время и занимался вопросами кадрового обеспечения деятельности органов внутренних дел. Уже официально у нас было создано управление внутренних дел, но правительства еще не было и не было президента. Поэтому все это на уровне вот этой координации деятельности, значит, работали органы внутренних дел, работали напряженно, очень тяжело. Вот. Значит, где-то в 1993 году, в феврале месяце, мы избрали президента. Руслан Султанович Аушев стал нашим первым президентом. Значит, кстати, подразделения органов внутренних дел провели большую работу, вот, период предвыборной, так сказать, организации, и в том числе проведения выборов. Обеспечили, так сказать, без чрезвычайных происшествий проведение этих выборов, избрали президента. После этого только стал вопрос о создании, значит, правительства республики. Оно было тоже создано. Вот. И после уже создания, так сказать, руководящих органов президента, правительства, только тогда стал вопрос об официальном, значит, учреждении в Республике Ингушетия Министерства внутренних дел как подразделение правительства Республики Ингушетия. Перед самым официальным открытием Министерства внутренних дел в Ингушетии Мурат Додов ушел в отставку. Но история создания системы для всех, кто с ней хоть немного знаком, неразрывно связана с его именем и именами тех первых.
потому что в сложное время они не побоялись принять огромный груз ответственности. В 1993 году, в мае месяце, мне, как говорится, стукнуло 55 лет, и после чего я имел право уйти на пенсию. Вот. В связи с этим я подал рапорт, и с 1 июля 1993 года вышел в отставку. Профессиональный уровень и знания таких людей, как Мурат, не дают оставаться в стороне. После ухода из органов внутренних дел он занимал ряд значимых должностей. Наш герой и сегодня работает на ответственном участке. В 2010 году образовалось общество с ограниченной ответственностью «Роснефть», «Ингушнефтьпродукт». Вот. И с 1 января 2012 года я перешел в это учреждение начальником отдела правового обеспечения. И вот по сегодняшний день работаю в этой должности. Первым министром внутренних дел Ингушетии был назначен Башир Аушев. К работе стали привлекаться специалисты из других российских регионов. Возвращались на родину те, кто когда-то уехал. Аушев Башир Магомедович, кадровый военный, который проходил службу во внутренних войсках в различных регионах страны. И президент Руслан Аушев поручил Баширу Магомедовичу возглавить это управление. И по его представлению Министерство внутренних дел Российской Федерации он был назначен на должность министра. И одновременно по рекомендации Башира Магомедовича я тоже был назначен заместителем министра по кадровой работе. Скажу, на тот период многие работники, наши земляки, которые проходили службу в других регионах страны, сами изъявляли желание и приезжали, и дальше проходили службу вот у нас в республике. Вот в том числе я вам назову героя России, которому было присвоено посмертно, Катив Ахмед, ехал проходить службу в нашей республике. Полковник Таршхоев уже последующий стал полковником, Иса, который в последующем работал и первым заместителем министра, и многие-многие другие. Огромную поддержку на этапе становления оказывало Министерство внутренних дел России. Сотрудники выезжали в другие российские регионы для повышения квалификации, прохождения учебы. Министерство внутренних дел Российской Федерации на тот период нам многое помогло в проведении этой работы. Учебный центр Ставропольского УВД принимал наших ребят для прохождения первоначальной подготовки. У нас своего учебного центра на тот момент не было. На самый начальный период не было нашего этого. Приняли они. Многие учебные центры и учебные заведения системы МВД приняли наших ребят для прохождения переподготовки, повышения квалификации. Очень многих мы отправили, учились они. МВД Кабардино-Балкарии и типографии их очень многое нам помогло в документационных бланках различных, которые требовались для работы. Одновременно и шла и подготовка нового поколения в последующем. У нас, я вам скажу, что Министерство внутренних дел выделило сверхквоты, выделило нам места в Академии управления МВД России. Многие наши сотрудники прошли это обучение и получили соответствующие дипломы и квалификацию для того, чтобы занимать более высокие должности в Министерстве внутренних дел Республики Ингушетия. Семья Беслана Куриева связана с системой правопорядка еще с царских времен. С детства наслышанный о заслугах предков, имевший перед глазами примеры родных, Беслан даже не задумывался о выборе профессии. Он вместе с Мурадом Додовым и другими налаживал систему органов внутренних дел в Ингушетии, а затем был приглашен на работу в Министерство внутренних дел России. Меня назначили начальником отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Этим отделом я руководил, скажем так, 2 с лишним года. Потом уже возглавил отдел уголовного розыска республики.
был начальником уголовного розыска республики. Но затем уже по воле судьбы был переведен в аппарат Министерства внутренних дел Российской Федерации, Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями МВД России. Саварбек Султыков после ухода из органов внутренних дел также работал в родственных структурах. Сейчас на заслуженном отдыхе. На момент создания республики руководил, наверное, самым сложным в те годы районным отделом внутренних дел Ингушетии – Сунжинским. Я работал до 2001 года. В системе МЧС проработал я около 7 лет на должности заместителя министра. Министерство упразднили на главное управление. Моя должность стала первым заместителем начальника главного управления МЧС России по республике Ингушетия. Вот с этой должности я ушел на пенсию. Мухарбек Дикажев и сегодня в самой гуще общественной и государственной жизни республики. После работы в органах внутренних дел работал в парламенте Ингушетии. Некоторое время занимал пост председателя. Сейчас преподает в Ингушском государственном университете. С 1994 года я уже с должности заместителя министра уже был зачислен на очную форму обучения Академии МВД России. Я там проходил учебу на первом факультете и после этого адъюнктуру закончил, защитился. И 2 года работал в Нальчике, в школе милиции преподавал. После этого я вернулся в республику по приглашению руководства МВД. И, конечно, тоже непростой был период, сложная криминогенная обстановка была, очень большие нагрузки на личный состав, но уже в плане материально-технического обеспечения было легче, несколько легче. И вот я сравниваю тот самый начальный период и сравниваю тот второй период, который я уже работал в руководстве Министерства внутренних дел. Я вам скажу, эти периоды были несколько различались, но были сложности, свои особенные сложности в плане противодействия преступности. Очень много погибло сотрудников, очень многие семьи остались без родителей, без братьев, родители без детей. Поэтому задача состояла в том, чтобы организовать максимально возможную помощь семьям погибших сотрудников. Параллельно той работе, которая проводилась нами, непосредственно нашей текущей работе, была эта работа тоже. Конечно, и республика, и особенно Министерство внутренних дел Российской Федерации таким семьям оказывало помощь. И наша задача была своевременно подготовить соответствующую документацию и их направить в эти структуры для того, чтобы им оказывалась эта помощь, в том числе и выделение жилья. Не все получалось, как хотелось бы, конечно, но тем не менее, на мой взгляд, не было семьи, которые мы просто оставляли без внимания. Отдельный интерес представляет функционирующий при Министерстве внутренних дел Ингушетии специализированный музей, где собраны всевозможные материалы по истории системы. Те материалы, которые сегодня есть в музее, которые уже очень в таких хороших помещениях располагается музей, это уже были материалы тех лет, которые в тех стесненных условиях Бек Абадиев и многие наши сотрудники, помогая ему, смогли организовать эту работу. И сегодня очень для нас это эта память, для родственников, для коллег по работе, это большая память. И когда мы приходим в музей, различные мероприятия, обязательно посещают музей, еще раз вспоминаем их по фотографиям, по другим материалам, вспоминаем наших коллег, которые погибли при исполнении служебных обязанностей. И мы можем вспомнить и отдать дань памяти нашим сотрудникам. Идея создания музея МВД по Республике Ингушетия была принята после создания самого МВД по Республике Ингушетия в 1993 году. И
тот период начался сбор материалов. Этим занимался замминистр МВД по Республике Ингушетия, полковник милиции в отставке Дикашев Мухарбек. Под его руководством сначала собирались материалы, потом в 2002 году, после введения должности директора музея, всю эту работу проводил заслуженный работник Министерства культуры Чечено-Ингушской ССР Абдиевбек Вагапович. Это вот все, что здесь мы имеем, это результат его работы. В 2013 году было 20-летие МВД, и вот был подготовлен стенд 20-летия МВД. Тоже очень трагическая дата нашей истории и МВД, и вообще для республики. 22 июня, когда было нападение на республику, бандформирование. Здесь у нас экспозиция тех сотрудников, которые погибли тот день, ту ночь. Отдельно для них сделали. Эти все сотрудники награждены орденом мужества посмертно, все сотрудники. Это у нас стенд героев. У нас 4 героя Российской Федерации. Здесь у нас стенд чернобыльцев. Это мы тоже сделали отдельно. У нас 5 сотрудников, бывших сотрудников, участвовали в ликвидации последствий Чернобыльской АЭС. Этот стенд у нас посвящен воинам-интернационалистам. У нас 11 сотрудников, которые выполняли долг в Афганистане. Сейчас действующих этих 11, 4 у нас действующих сотрудников. Остальные на пенсии, и один у нас погиб. Это у нас герой России Костоев Абукар. Этот стенд у нас посвящен нашим министрам. А первые 2 были начальник УВД, после того, как образовалась МВД по Республике Ингушетия. Первый министр, который пошел, это уже у нас Аушев Башир. Вот эти экспозиции у нас династии Дахкильговых. Это у нас идет династия Костоевых, очень много как раз Костоевых МВД проходили службы и проходят сейчас, и Дахкильговы династии. А так мы сейчас работу проводим, чтобы найти еще какие-нибудь добавления к этим династиям какие-то были. Потому что, насколько я знаю, сейчас у нас здесь материалы Куриевых, что мы можем тоже добавить сюда экспозиции Куриевых, династии Куриевых. Второй зал музея. Тут мы видим, что фотографии погибших сотрудников, их у нас 420 погибших сотрудников при исполнении служебного долга. К сожалению, очень большая цифра для нашей маленькой республики. За все это время изменилось многое и в системе Министерства внутренних дел Ингушетии, и в самой республике. Конечно, эта работа всегда была и будет сложной. Но сегодня, наверное, легче, потому что значительно решены материально-технические проблемы. Налажена работа по профессиональной подготовке кадров. За весь период службы моей много чего изменилось. Очень много изменилось в положительную сторону. Материально-техническое обеспечение, оснащение органов внутренних дел поменялось полностью. Огромный акцент делается в службе органов внутренних дел. Огромное внимание уделяется и федеральным центрам, и Министерству внутренних дел Российской Федерации в деле подготовки сотрудников, в деле обучения личного состава. Выделяется и в плане социального обеспечения. Так что очень много поменялось в положительную сторону только. Поступить на службу в органы внутренних дел непросто. Отбор строгий, можно сказать, жесткий. Оно и понятно. Отбирают тех, от кого в будущем будет зависеть очень многое. На первых порах у нас любой гражданин, поступив на службу в органы внутренних дел, в первую очередь он обязан пройти стажировку, они проходят стажировку, закрепление наиболее опытных наставников. Мы их систематически направляем на обучение, на профессиональное обучение направляем для прохождения профессиональной подготовки, направляем на повышение квалификации, направляем в образовательные организации МВД России для обучения по заочной форме. Самое главное, можно сказать, в рамках занятий по профессиональной служебно-физической подготовке. Еженедельно у нас проводятся занятия такие.
значит, по огневой, по правовой подготовке, по служебной, по физической подготовке. Время на стрельбу не ограничено, самостоятельно, помещением огонь. Смотрим. Противник, я, говорится, я хочу его задержать, а он назвал мне вот так, вот деньги, вот посмотрите, вот он, вот и что, вот что делается, вот такой препарировался. И что делаю я тебе, вот раз, и держи кисток. И вот что делается, раз, вот, 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 вот. В правоохранительной системе сегодня немало женщин. Но все равно видеть их на такой трудной работе, которая и не каждому мужчине по плечу, довольно непривычно. Особенно удивительно слышать, что это осознанный выбор и даже детская мечта. В органах я работаю с 99-го года, и профессия моя как бы не случайно выбранная, она у меня осознанная. Я очень люблю свою работу и не представляю себя в другой профессии. Я с радостью прихожу на свою работу, я люблю своих коллег. И вы знаете, все 19 лет я работаю в информационном центре. У нас были очень трудные условия, это было как бы начало, но мы с каждым годом развиваемся, становимся лучше. И как бы друзья, коллеги у меня очень надежные, хорошие. Я других коллег не хотела бы видеть рядом. У нас начальство очень превосходное было и есть. Рядом с нами находится РОВД Назрановская. И я в детстве проходила всегда и видела вот этих людей, которые были в форме. И мне всегда хотелось именно работать вот в этом отделе, в этом РОВД. Карьера в системе органов внутренних дел строится у каждого по-разному. Кто-то успевает попробовать себя на всевозможных участках, кто-то идет по одному направлению. Наше отделение статистики, в общем, занимается обобщением состояния преступности в республике. Но направление, можно сказать, такое широкое. Работает со всеми подразделениями в республике. Начинал с ППС рядового, потом отделение кадров, боевая служебная подготовка. Дальше отдел по воспитательной работе. В ГАИ работал, по комплектованию тоже отдел кадров. Работа начиналась еще в старом здании, где там как таковых условий не было. Но сейчас мы как поднимаемся в сторону прогресса, различные программы, технологии. Так что в какой-то степени, мере работать уже лучше, но работы больше, но работать легче. Совет ветеранов, функционирующий при Министерстве внутренних дел Республики, решает самые разные задачи. Но основная работа – обеспечение помощи как сотрудникам, находящимся на заслуженном отдыхе, так и семьям погибших и пострадавших. 17 апреля 1991 года на неочередной конференции Совета ветеранов России была создана ветеранская организация России. Это 1991 год, 17 апреля. А наша ветеранская организация создана в марте 2001 года. Совсем молодая организация. Если посчитать так, то из всех субъектов, то у нас самая молодая организация. Первым руководителем ветеранской нашей организации был Пулиев Амирхан Аббасович, бывший начальник УВД. Далее руководил организацией Доду Мурат Магомедович, после них Талдиев Жанет, Куриев Алаудин Бексултанович. Ну и предпоследний до меня был Абадиев Иса Абдулвагапович. Я занимаю эту должность с 22 марта 2012 года. Основные цели и задачи нашей организации – это, в первую очередь, это создание положительного имиджа правительства, МВД, чтобы люди положительно относились к нашим сотрудникам. Поэтому основная цель – это. И второе – оказание моральной и материальной поддержки нашим пенсионерам, ветеранам, проведение
патриотическое воспитание гражданской и гражданской молодежи, в том числе и молодых сотрудников органов внутренних дел. Совет ветеранов оказывает содействие во всякого рода вопросах. Конечно, средства организации невелики, но делается все возможное. Если мы скажем, что мы большую материальную помощь оказываем, это было бы неправильно. У нас такой возможности нет. Но по мере возможности мы постараемся в преддверии каких-то памятных дат за счет средств МВД, имеется в виду пожертвований сотрудников и за счет средств ветеранской организации какую-то помощь оказать семьям погибших. Но сказать, что мы большую какую-то помощь оказать, это неправда, потому что у нас такой возможности нет. Все, что законом предусмотрено, семьи погибших от государства получают. Раз в квартал проводим собрание, совещание, совет собирается и обсуждаем, какие вопросы нам нужно решить, где какую помощь оказать. Если кто-то из пенсионеров, из ветеранов обращается, чтобы им оказали какую-то материальную помощь, если у нас имеются какие-то наличные средства, мы оказываем помощь. Если у нас самих нет, то мы обращаемся к людям, кто имеет такую возможность, и через них стараемся оказать. Памятные даты, праздничные даты. Мы приглашаем ветеранов, они участвуют. И если вы заметили, то в большинстве мероприятий, которые проводятся в республике, то чуть ли не половина – это наши ветераны. Год один раз мы отмечается День ветеранов, 17 апреля, и министр их приглашает. То есть до 200 человек мы приглашаем в МВД, проводим здесь концерт, торжественный обед. Ну, если есть возможность, то часть ветеранов получает какую-то материальную поддержку. Нередко организовываются встречи с подрастающим поколением. Сотрудникам есть что рассказать тем, кто дальше будет нести ответственность за родную республику. Важно, чтобы в ускоренном ритме современности, в многообразном потоке информации у детей формировалось правильное представление об общественном и личном долге, были четкие нравственные ориентиры. Мы проводим такие встречи с молодежью в целях патриотического воспитания. Не только здесь, в стенах МВД, но и примерно вот недавно провели мероприятие, месяц назад было в Днестровском доме культуры. Работа, воспетая как опасная и трудная, для многих сотрудников любимая и единственно возможная. Несмотря на то, что приходится терять родных и близких, нет времени на отдых, редко приходится слышать слова благодарности. Профессию я выбрал в первую очередь из-за того, что мне все время с детства нравилась форма, милицейская форма, тогда еще милиция, в настоящее время и полиция. Значит, привлекала служба в органах внутренних дел. Хотелось внести какой-то вклад в защиту конституционного строя Российской Федерации, охрану общественного порядка, в борьбу с преступностью и, наверное, пользу и для народа, для общества и для государства в целом. Я никогда не жалел и не сожалею то, что выбрал данную профессию, что прохожу службу в органах внутренних дел. Нам приходилось, моим товарищам, моим друзьям, знакомым, к сожалению, некоторых нет в настоящее время. Значит, приходилось все время работать в самых сложных условиях в связи с криминогенной обстановкой, тяжелой оперативной обстановкой раньше у нас в республике. Все равно как бы мы не уступили, как бы не отступили, работали в меру своих способностей и никогда, можно сказать, не сдавались и не опускали руки. И никогда не сожалели о том, что выбрали именно данную профессию.